Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня мы находимся в гостях у замечательной Оксаны Мордовской. И сегодня мы будем творить и говорим сегодня о макраме. И в этот мир окунет нас непосредственно Оксана. Оксана, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, Оксану мы знаем не понаслышке. Оксана у нас очень талантливый человек, занимается всем, увлеченно занимается всем. Она и варит, и кушать готовит, и бизнесом занимается, и рукоделием, и бижутерию. Но сегодня макраме. Вот как вы окунулись в мир макраме? Почему вдруг? Совершенно случайно. Это было не так давно. Это было в прошлом году. В прошлом году у моей свекрови был юбилей, 23 февраля, и я думала, что же ей подарить такое интересное. И я решила сделать сразу такой грандиозный проект на дачу, вот такую штору, арку макраме, чтобы она ее на даче повесила, было там красиво все. Вот. И с этой вот работы началось мое увлечение макраме. Да. Ну, соответственно, наверное, пошли какие-то мастер-классы, а потом это все затянуло. Да, да. Потом уже не остановить. Мы не первую мастерицу снимаем про макраме, и вот многие из них говорят, что это кажется очень сложным, да? А потом это очень сильно затягивает. Это правда? Да, это очень сильно затягивает. Если ты начал заниматься макраме, то потом остановиться уже не можешь. Ну, по крайней мере, со мной такая история. Мне нужно все время что-то делать, плести из макраме. Ну, для начала давайте немножко расскажем для, возможно, начинающих, да, с чего все начинается. Нам нужны материалы. Материалы это у нас различные нитки, веревки, шпагаты, и они бывают разные. Вот бывают хлопковые веревки, да, например, вот она связана, как бы вот эта веревочка, она связана. И если ее обрезать, то она не распускается. В принципе, вот эта веревка хлопковая. Бывает полиэфирная, ну, синтетическая веревка. Она отличается тем, что если ее обрезать, то она может распускаться, и поэтому концы нужно подпалить зажигалкой, спичками, чем-то. И вот эти вот шнуры, они бывают различной ширины, толщины. Да. Вот это, например, 4 миллиметра, бывает 5 и так далее. 5, 3, 2, любые. И также вот синтетические тоже. Из синтетики красиво получаются элементы одежды. Например, какие-то юбки, такие вот плечики красивые. Также я делаю еще ободки из них, как короны. Вот. А хлопковый вариант это для украшения стен больше подходит. Ну вот как у нас, как допустим, у нас да? Здесь, да. Панно такое красивое. Да. Вот это интересно уже, совершенно другая нить. Вот это плетеная веревка, еще вот такая бывает. Она отличается тем, что она вот состоит из 3 тоненьких таких вот нитей, да. Ее можно распустить в конце. Например, вот эту нить так не распустишь, да? А вот эту, если распустить и расчесать, то получится такая кисточка. Да, кисточка и пушистые концы. Вот из этой веревки получаются очень красивые изделия на стену, шторы и так далее. Но если, допустим, мы только хотим вот окунуться в этот замечательный мир, лучше брать какую веревочку, с какой проще? Проще всего я бы порекомендовала вот начать с хлопковой веревки именно, да. Ну, можно и с этой веревки тоже начать, просто она дороже. Дороже. Да, она дороже. Вот это подешевле, и с нее плести тоже очень легко. Еще я хочу показать, вот бывает шпагат. Шпагат это тоже такая веревка. Она состоит из множества тоненьких веревочек. Вот, ой, как вот их такая. много. Да. И она полностью не связанная, вот распускается. Ее тоже можно расчесать, и она будет пушистая. А также делать там листья различные, подвески, очень красиво смотрится. Но из нее довольно-таки сложно плести, потому что она распускается, лохматится и так далее. Для новичка я бы вот такое не рекомендовала брать, хотя я начала сразу вот с этого. Со сложного. Со сложного то есть легких и с большого, да. Еще бывает вот такие веревки. Вот это уже веревка для качелей. Например, можно качели сплести на улицу, да, уличные. Ну, например, я плела, как называется это, качеля у нас дома во дворе есть, да, и крыша у нее порвалась, прохудилась, и я сплела новую. Вот. То есть внутри наполнитель какой-то? Да, это называется веревка с сердечником. То есть вот здесь есть сердечник, и за счет этого она
более вот такая твердая, плотная, да, плотная. И также она синтетическая, и на улице с ней, в принципе, ничего не произойдет. Под дождем, под снегом вообще прекрасно себя переносит. Также есть вот такие вот веревки, но они без сердечника есть. Вот, видите, она такая вот мягкая совсем. А на вид такая же, как и та? А на вид такая же, как и та, да. Ну, пустая внутри. Да, пустая внутри. Для каких изделий обычно? А тут уже на фантазию, на что угодно можно тут тоже плести. Что-то более крупное такое, да. Вот. Хорошо. Итак, сегодня мы проведем небольшой мастер-класс, потому что телезрители должны понимать о том, что макраме это так же, как и вязание. Очень много узелков, очень много каких-то чертежей, допустим, да, если вдруг вы будете делать это по какому-нибудь там печатному, да, материалу. Но изначально, в принципе, для того, чтобы начать, нужно знать всего несколько узлов. Правильно понимаю? Ну, по сути, да. Ну, давайте. Пара узлов, и как бы можно творить все, что угодно. Так, и мы начнем, да? Мы будем плести 2 небольших панно вот на таких деревянных основах. Ну, сделаем вот такие вот панно одинаковые. У вас будет чуть покороче, у меня чуть длиннее. Хорошо. И можно будет их парно повесить, например, на стену. Для этого нам нужно будет отмерять и отрезать отрезы вот такие вот веревки. Так, и сделаем примерно вот такой вот длины. Вот, например, я вам дам образец. Сколько это у нас? Образец дам, и нужно будет нарезать 10 таких. 10 ну, вам, 10 нет. Сколько у нас тут? Метр, да? Метр, да. Метровые. Да. Можно, конечно, замерять ну, сантиметровой лентой, да, но я уже вот так вот на глаз, да, вот так отмеряю. Вот. Если вы не знаете, какой длины вам нужно изделие, да, то я его как считаю примерно, да. Если вы хотите изделие, скажем, вот такой вот длины, чтобы оно у вас было в итоге такой длины, да, то нужно взять 3 таких длины, 3, и умножить на 2. 3 таких? 3 таких и умножить на 2. Вот так. Значит, вот такие вот куски. Кусочки веревок надо нарезать. Длину да. вот, мы умножаем на 3 и потом в развернутом виде еще на 2. Да. Вот так. Арифметика здесь тоже нужна. Итак, 11 веревочек нарезаны. Да, заготовили 11 веревочек, и мы их сейчас будем закреплять вот сюда вот. Каким образом? Берем нитку одну, складываем ее пополам, скажем, вот эту. Складываем пополам и образуем вот такую петлю. Ну, это не и сложно. затягиваем. Это очень легко. Ничего сложного здесь нет. И вот таким образом 11. Так, показываем. Давайте. Вот видите, Да. как это? Вот она петля. Продеваем вот сюда. И, в принципе, у нас зафиксировано. Да, одинаково, да, тут? Одинаково. Да, вот. И макраме — это такой вид рукоделия, когда ты плетешь, то ты отдыхаешь. Ну, по крайней мере, я, да. Опять отдыхаешь. Я, например, да. была бы очень сильно напряжена, если бы вот это вот все резать. Но, собственно, вы не первая, кто говорит о том, что макраме — это некая медитация. Да. Видите, я тут в другую сторону одела. Да. Неправильно. Нужно все делать одинаково. Вот так вот. Да, это медитация. Ну, в макраме сразу видно ошибки, да? То есть можно взять и переплести, несложно. Да, ну и в любом виде, мне кажется, деятельности можно все переделать. Ну да. Нет такого, что нельзя переделать. Ну, может, есть, только тогда будет расход материала, да, большой. Но у вас очень много работы с макраме. Мы сейчас вот видим только лишь малую часть этого, да? А вообще из своих как бы крупных таких работ или вот работ, которые вот прям гордитесь, вот прям радуетесь им каждый день, когда видите? Есть такое? Есть, конечно. И вообще я горжусь Каждой каждой своей работой, да. И, ну, самая моя первая работа, которой я горжусь, это вот штора-арка для моей свекрови, которую я делала впервые.
я попросила знакомую девушку, которая занимается макраме, чтобы она меня научила. И взяла самую сложную нить, что шпагат, и очень большую масштабную работу. Сколько делали? Я ее делала, ну, несколько дней делала. Хотя многие мне говорили, что ты будешь, ты хочешь до 23 февраля это все закончить. Успеть, да, я говорю, да, почему бы и нет. Никто не верил, но получилось, да. И мне очень нравится эта работа. Также у меня есть шторы. Дома у меня частный дом, и второй этаж деревянный, и шторы макраме, там очень красиво смотрятся, когда дерево. Наверное, в одежде у вас есть тоже, да, атрибуты? Аксессуары из макраме есть? Да. Сумочки, которые вот сейчас очень модные, да? Что у нас еще делают? Вот эти накидки, да, поверх одежды? Накидки, да, есть у меня. Есть накидка на плечи, есть юбка. Еще есть ободок, корона. Это я вам покажу все. Итак, мы вот закрепили на нашей такой импровизированной перекладине вот 11 наших веревочек. 11 веревочек, да. Итак, для следующего этапа нам необходимо будет вот стоечка рядом, да? Так будет удобнее. Да, и мы здесь закрепим наше изделие для удобства. Вот дома у меня такая же стойка есть. Такая же, да? Такая же, Ничем не отличается. Ничем не отличается. Вот так мы закрепили наше изделие, и теперь нам удобно будет плести. Главное оборудовать себе удобное место. Да. Да, например, много не требуется, простая вот перекладина, простая перекладина и диван. Можно сесть, и вот эти вот с помощью этих веревок можно регулировать высоту. Да, если вы стоя плетете, то вот такая высота. Да. Если хотите присесть, пониже опустили. Да. Присели на диван, включили сериал и начали плести. А руки это делают уже потом автоматически, автоматически уже делают руки. Давайте будем делать узлы. Итак, первый этап это что? Первый этап самое простое, но это будет у нас репсовый узел, называется так. Он называется так. Мы его делаем вот таким образом, то есть вокруг основной нити мы обвиваем вторую нить. Я попробую с этой стороны. Так, основная нить любая может быть. Мы вокруг нее нить обвиваем и сюда продеваем. Да. И у нас получается вот такое обвитие вокруг основной нити. Так. А в какую сторону принципиально? Да, здесь мы делаем в эту сторону, а здесь в эту. Так, подождите, а я правильно начала? Так, итак, репсовый узел взяли. Да. Вот это основная, мы впереди нее или позади нее? Здесь нужно будет делать зеркально, да, по отношению ко мне. То есть получается, основная будет идти сюда, вот ее нужно будет чуть-чуть держать так. И вот эта нить у нас будет обматывать основную и делать вот такой завиток на ней. И вторую, и второй раз. То есть репсовый узел состоит из двух таких обвитий. Вот это один. Теперь берете следующую нить, вот эту, и опять повторяете это уже движение. Да. И основная нить, она будет создавать направление. Да, мы будем вот такой узор делать. 2 раза делаем здесь? Да. Так, проверяем. В принципе, понятно, пока вот. Правильно? Правильно. Теперь это основная нить. Мы ее позади. Вперед. Сразу будет видно ошибки? Неправильно. Да, сразу будет видно ошибки. Уже видно, что неправильно. Так. Раз, два, основная. 3, 4. 2, 3, 4. Что-то мы мало сделали, что ли? Раз, два, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11. Ну ладно. Так, основная идет. Мы под низом или поверх? Вот основная, и под ней обвиваем ее вот так вот. Таким образом. Вот так. Основная и под ней. Нет, второй раз теперь надо. А с этой же ниткой? Да. А мы здесь сделали 1 раз? Здесь сделали 2 раза. Вот, видите? Да, а во втором? 2, и здесь сделали 2 раза. Видите, между ними выходит нить. А здесь 1 раз пока. И опять так. Надо второй раз сделать. И вот таким образом, медитируя, думая о чем-то своем, можно плести целыми вечерами. И это репсовый узел, который вокруг своей оси. Вокруг своей оси, да, делается. И он у нас создает такой узор красивый, и расход нити на него довольно большой.
Вот, смотрите, мы сделаем вот такую колоночку и соединим вот сюда. Вот таким образом. Вот, видите, получилась у нас арочка такая. И дальше пойдем, повторим. И сделаем вот такой вот узор. Вот такие. То есть вот все с помощью репсового узла? Да, с помощью репсового узла. А здесь в центре мы сделаем большие арочки репсовым узлом, а внутри сделаем квадратный узел. Это второй основной элемент в макраме. Вот, зная вот эти два узла, можно уже создавать разные шедевры, скажем так. Где-то мой репсовый узел Так, в чем-то понятно застрял. стал? Вот, теперь вот в эту сторону соединить надо будет. Так. Здесь нужно сохранять симметрию. И у каждого мастера свой почерк. То есть кто-то сильнее затягивает, кто-то слабее и так далее. Кто-то вот плотно делает, да, кто-то не очень. То есть у вас это уже автоматически, да, происходит? Да, автоматически, да. То есть посмотрели схемку? Посмотрели схемку, все рассчитали. Ну, даже схему не смотрю. На ходу уже можно что-то придумывать. Главное рассчитать расход нити. Один раз нужно сесть, посчитать все, нарезать нити, и все, процесс пошел. А иначе может не хватить, и в макраме нельзя добавить? Допустим, там вот здесь сделать узелок или как-нибудь? Очень сложно добавить, и в некоторых изделиях невозможно добавить, потому что узел вот этот все нарушит, и будет уже некрасиво. То есть самое главное это вначале все начать. Да, поэтому бывает очень обидно, когда вот чуть-чуть не хватило буквально. Это очень обидно. Это представляете, очень обидно. Половина сделала, на половину не хватило, или еще что-то. Да, очень было бы обидно, Да. потратив там несколько месяцев, а потом вот такой нюанс один, и все. Да. Так, хорошо, репсовый узел понятен. Давайте покажем другой узел. Давайте покажем квадратный узел. Так, смотрите, вот у нас получился узор. Это все из репсового? Это все из репсового узла. То есть чуть-чуть отпускаете где-то, да, и получается вот эта пустота? Да, вот такой вот. И здесь мы сделаем квадратный узел. Давайте сделаем в центре. Вот здесь. Так. Квадратный узел у нас вот делается таким образом. 4 нити. Из 4 нитей, да, 2 в центре и по краям рабочие нити. Сверху накидываем одну нить и вот таким образом обвязываем и затягиваем. Вот так завязываем. Это половина, это еще не весь узел. И потом, что-то я поторопилась, зеркально делаем. Если в первый узел у нас правая нить была сверху, да? Теперь левая будет сверху. И опять же так, обвернула 2 нити и вышла в узелочек. Да, и опять завязываем. Вот. Так, еще раз получился покажем. у нас вот один узелок, вот он. Он в виде вот такой рыбки. То есть тут перемычка и тут петелька. Еще раз покажем. Еще раз делаем. Так, вперед, обернули 2 центральные нитки, вывели через свою же нить. И завязываем узелочек вот такой. Вот так, и теперь левая пошла. Узелок состоит из 2 таких. Видите, вот пошло у нас. Красота. И с этого узла квадратного можно делать различные элементы. Вот смотрите, он сейчас идет вот так прямо, да, видите, это у нас 3 узелка получились. И можно вот им плести вот так вниз, сколько угодно, можно вот узоры создавать, рисунок и так далее. Также из этого узла можно делать различные вот такие вот выпуклые шишечки, скажем так. Давайте я покажу, да, сразу. Вот берем центровые нити и продеваем вот это отверстие, например. И у нас получится такая вот ягодка, шишечка. Вот так закручиваем, смотрите. И здесь снизу опять-таки закрепляем квадратным узлом. И получилась шишечка. И получилась вот такая шишечка, ягодка. Из них тоже, они очень тоже красиво смотрятся в изделиях. Ими можно украшать различные изделия. Но если мы посмотрим на ваши готовые работы, да, вот, давайте наглядно, может быть, так покажем, да, где у нас здесь репсовый узел? Репсовый узел, вот оно.
Он идет Он вот такой, так. как змейка, да, Да. вот идет? Да, Спиралькой. змейка идет спиралькой, а здесь тоже репсовый узел вот это, а вот в центре это квадратный узел. Ну, вообще я люблю вот такие минималистичные работы для себя делать, вот, чтобы они были, ну, вот минимализм мне нравится, да? Это Ну, вот то есть наглядно по моему люди, вкусу. которые начинают только разбираться в макраме, вот то, что спиралькой, это у нас репсовый узел. Да. А то, что вот квадратиком, логично, что это квадратик. То есть вот всего выучив 2 узла, можно создать такое потрясающее панно, да? Да, и с помощью репсового узла можно создавать любой рисунок, вот так, какие-то волны, какие-то цветы, какие-то изображения. Вот с помощью репсового узла вы можете вот с помощью вот этих ниток, веревок что-то здесь изобразить. Так, хорошо. А вот здесь у нас есть красивая работа. Это у нас такие часы. Вот Да, здесь часики. какие у нас узлы? Здесь у нас тоже, здесь у нас очень много разных узлов. Вот видите, это Давайте как раз отодвинем, таки вот эти вот А, вот ягодки. шарики, Вот наши ягодки, ягодки. да, да. Вот это была деревянная заготовка. Сюда завязала нити, и вот они у нас ягодки. И вот здесь вот все репсовые узлы. Вот это, Это все узел? репсовые узлы, да. Он Да. такой объемный получился, да? Да, объемный получился. И то, что тут остатки нити, я просто вот сюда вот спрятала. Покрасила вот эту заготовку в белый цвет. И получился да, такой... часовой механизм сюда прикрутила. И вот получился у нас такие часы. То есть циферблат есть, все есть, и вот такой Да. красивый как бы Да. абажур получился, Ну, да? тут, да, тут можно на фантазии все что угодно придумать. Это у меня первые часы, которые у меня дома висят. Также я делала потом и много других вариантов тоже подарила и так далее. Но в макраме, конечно, показать работу к концу нашего эфира не получится в технике макраме, но можно посмотреть работы. И именно на примере этих работ понять, как вообще вяжутся те или иные узлы, да? Оксана, вот давайте посмотрим сначала. Ну, давайте вот у вас снежинка в руках или звездочка. что Да, это у меня, ну, скажем так, снежинка, да. Я вообще люблю, когда я плету, например, какую-то работу макраме, да, панно, то остается много остатков, да, карандашей. мелких обрезков, да, которые я не выбрасываю, а делаю из них что-то подобное. Вот что-то типа мандалы, что-то вроде снежинки. И вот рядом вместе с этим панно они очень гармонично смотрятся на стене. Да. То есть безотходное производство, Безотходное даже производство. короткие веревочки все равно Да. пригождаются. Мне да? очень жалко выбрасывать веревки, они все мне нужны. Хорошо. Итак, смотрим здесь у нас что? Да, и вот у нас был недавно Новый год, поэтому у меня тут есть елочки, которые я вязала. Вот здесь использованы как раз такие квадратные узлы. Здесь А вот добавлено, это вы- а вот это просто вытягивались нитки. Приспустили, да, Да, немножечко? то есть квадратный узел, и между ними вытягивается нить просто. Какая красота. Да, и вот такая Здесь вот другая красота. елочка. Здесь наши шарики, да? Да, здесь шарики использованы, шишечки, репсовые вот эти узлы, квадратные узлы. Все. Да, и вот деревянные бусины тоже я люблю использовать в работах. Вот это что такое у нас? А вот это вот мандала я еще вяжу крючком. И бывает вот свяжу что-то и хочу ее оформить как-то, да. И мне нравятся вот такие варианты, когда салфетки такого рода натягиваются на такой металлический или деревянный каркас, да, и на стене это очень красиво смотрится. Очень стильно и модно. Да. Мгм. Маленькие варианты, да, это было. Это те салфетки, Это которые... салфетки, которые вяжутся крючком. Да, которые наши бабушки вязали Да, еще в свое да. время, да? Я в детстве вязала такие салфетки, но их некуда было класть, да. Потом я увидела, что, оказывается, их вот таким вот образом оформляют, и это очень здорово смотрится. Красиво на очень, да. стене, да. И вот в черном цвете тоже. Тоже красиво. Да, Как-то как вариант, это мы немножко да, отошли для от интерьера. Да, отошли немножко от макраме. А кто бы мог подумать, что макраме можно использовать еще и в картинах? Вот когда Оксана показала мне эти картины, я не сразу поняла, из чего они. Ну, издалека, если посмотреть. А на самом деле это те же нити. Да, это Тоже веревочки. обрезки, как раз таки обрезки нити, все, что остается короткое, то я их использую по максимуму. Например, вот в картинах. У меня были вот такие вот картины старые, и я просто вот здесь сделала такой узор, обклеила вот эти нити, приклеила в хаотичном порядке и покрасила. А здесь
поклеила полностью сплошняком нитками. Двух цветов, розовый и белый. И вот так вот остатки коротеньких ниточек оказались в картине, да, так сказать. Да. Абстракция полная, хочешь так, хочешь так. Да, вот так, вот так. Можно под интерьер любыми цветами разукрасить. Но это еще не все. И вот это тоже сделано у меня безотходное производство, так скажем, да. Это остатки нитей, с которых я плела качели. И решила их вот таким образом использовать. Здесь внутри обыкновенная пластиковая банка. Вот внутри. Она полностью функциональная. Здесь стоял букет. Ну, это ваза. Да, ваза. Сюда можно налить воды, и она функциональна. А система простая, просто вот на клей посадили. Да, но банка была, она на самом деле не такой формы. Она простая, вот такая прямая. А вот здесь я приклеила картон в виде таких лепестков, вот так вот много-много, и, получается, обвязала ниткой. Вот так. Вот остались зеленые нити, я из них сделала какой-то узор. Из серых тоже вот так. Вот вы посмотрите, берем пример с Оксаны, потому что человек действительно ничего не выбрасывает, из коротеньких веревочек делает вот такие потрясающие элементы декора, да, и элементы интерьера своего. И я уверена, что дома у Оксаны просто все вот уникальное, и все необычное, и самое главное эксклюзивное, потому что повторить такое будет очень сложно. И это еще не все. Сегодня макраме можно использовать и в виде аксессуаров для своего повседневного гардероба. Обратите внимание на Оксане, потрясающий, удивительный пояс. Это тоже ваша работа? Да, это моя работа, что-то меня вдохновило, и я решила сплести вот такой вот пояс. Но здесь, если говорим про технику, здесь у нас какие узлы опять? Здесь репсовые узлы полностью, и просто сделана вот такая длинная бахрома. Это как раз таки из полиэфирного шнура. Который блестящий. Который блестящий, да. Сколько примерно времени уходит, если вот усердно сесть и сделать подобный пояс? Если усердно сесть и сделать, то можно за один день. За один день, да, спокойно, да? Да. Хорошо, но это еще не все. Да. И головные уборы могут быть также из макраме. Головной убор на вас? Вот такая вот корона. Я тоже ее сделала как комплект. Какой-то фотосессии меня попросили, и вот я сделала. Девушки фотографировались, и такой прекрасный образ получился. Да. А почему нет? Королева вот такая, да, своеобразная, потому что такое в магазинах, на прилавках будет очень сложно найти, правильно? Это все ручная работа. Такое не найти на прилавках. Да. Я знаю, что вот это сейчас очень модно еще и в тропических странах, то есть делают такие накидки, которые девушки носят поверх купальника, то есть платья такие, да? Это тоже макраме? Это тоже макраме. И сумки можно макраме делать. И вот такие пояса можно, например, одеть длинную белую рубашку и вот так повязать, и такой будет вечерний, ну, даже повседневный иногда образ. Ну что, Оксана, спасибо большое за то, что в очередной раз порадовали нас своим присутствием, своей улыбкой, ну а самое главное, передали нам свои знания, потому что, возможно, кто-то, посмотрев наш выпуск сегодня, тоже захочет создавать потрясающие вот такие картины, панно, элементы декора своими руками. И, возможно, именно благодаря вашим знаниям кто-то уже сегодня попробует это сделать в домашних условиях. Спасибо большое. Вам спасибо, что позвали. Ну а мы, дорогие друзья, на этом не прощаемся. Как обычно, мы хотим сказать вам: творите, созидайте, пробуйте себя в различных направлениях искусства. Творите, потому что это действительно окрыляет. Яркий пример тому Оксана. Ну а мы с вами увидимся уже скоро. До новых встреч. Всего доброго.